Добрый день, зрители. Меня зовут Айгерим BCNB. Мы начинаем наш очередной подкаст. Сегодня у нас в гостях PhD и врач общественного здравоохранения Самал Дюсекова. Самал Ханум, здравствуйте. Здравствуйте, очень рада присутствовать здесь. Немного расскажите о себе. Вы врач. Почему решили стать врачом? Ну, здесь такая, наверное, как банальная история Золушки в плане того, что это мечта родителей, даже мечта тети моего папы. Она упорно, в то время они отправляли на экзамен, отправляла своего брата, братишку, сама поступала, но в итоге никто не захотел и ушли в другие направления. И тут, в общем, попались мы и с моим братом к ней. Брат пошел на реаниматолога, и я в семье пошла по специальности общественного хранения. Она как раз-таки в год моего поступления, это был первый запуск этой программы. Нам всем говорили, что это будущие главные врачи, руководители. Впоследствии мы осознали того, что для этого нужно очень много будет работать. Но учиться, да? Да, и учиться, и, возможно, не всегда нужно стремиться именно к первому руководству, главное вообще занять какую-то свою нишу и овладеть навыками. Но, несмотря на то, что это было решение родственников, я полюбила эту специальность, потому что здесь, ты себя чувствуешь нужной. И можешь вот прям отдаваться и помогать, видеть эти результаты сразу на лицо. Вы еще и волонтер. Пожалуйста, скажите, как вам удается совмещать волонтерство и основную деятельность? Да, знаете, я вспоминаю о том, вообще волонтерство, оказывается, это как говорят, да, наверное, такой образ жизни в свое время. В детстве я собирала всех детей во дворе, в улице, да, и особенно тех, у кого родители были зачастую заняты, да, мы организовывали с ними досуг, да, и каким-то образом я сейчас понимаю, что они были обезопасены от определенных таких развлечений, да. А впоследствии сейчас как совмещать волонтерскую деятельность, даже сегодня, да, несмотря на такую жаркую погоду, условия, я, в общем, с удовольствием оказалась здесь у вас. Это говорит о том, что когда ты любишь чем-то заниматься, ты находишь вообще любое время, возможности для того, чтобы это делать. А волонтерская деятельность, знаете, она очень хорошо соприкасается с любой родом деятельности, потому что это тот же самый способ оттачивания тех же самых своих навыков. То есть я преподаватель, и когда я работаю как волонтер, я оттачиваю свои навыки коммуникативные, социальные, и в первую очередь это практикую со своими студентами. Потом в дальнейшем студенты становятся такими же волонтерами, и они помогают уже в этой деятельности. Вам нравится, да, волонтерство? Очень нравится, потому что ты видишь то, что моя специальность, она не предполагает клинического внедрения, то есть я не специалист с клиническим образованием, общественное здравоохранение предполагает организацию и менеджмент. То есть я не могу напрямую помогать, но волонтерство мне дает реализовать это желание исцелять ту же самую молодежь, тех же самых моих окружающих. Таким образом волонтерство мне очень нравится. Ну и плюс, конечно, здесь есть такой еще отпечаток, что я начала это со студенческих времен в 2009 году. Как раз в этот момент в Казахстане пошел проект ВОЗовский по внедрению клиник дружественных молодежи. И тогда наш тоже в то время преподаватель нас к этому привлек и объяснил принцип равный равному. То есть, когда человек получает информацию от равных к нему, в нашем случае это молодежь, когда она слышит от такого же молодого человека, она воспринимает намного лучше. Пускай это будет сказано простым языком, простыми примерами, а еще лучше даже на собственном опыте, то тогда эффект от этой помощи, он намного больше. Этот принцип очень хорошо мне импонирует, и, соответственно, дальше он зашел уже в основу моей деятельности. В Казахстане уровень молодежной безработицы растет и в прошлом году составил 3,8%. Также вы исследуете эту тему. Расскажите, пожалуйста, влияние молодежной безработицы на здоровье и на их качество жизни. Спасибо. Да, вопрос является актуальным не только для Казахстана, но и для большинства развитых стран. И как исследования показывают, здесь даже дело не в том, что у нас не хватает количества рабочих мест, а в том, что современная молодежь, она другая. И она, знаете, требует другого подхода. Они зачастую, как говорится, не могут найти себя. Те места работы, которые им предполагаются, не подходят под их, скажем так, желания, предпочтения.
мышления. А еще есть такой момент, который мы исследовали, да, когда спрашиваешь у респондента, почему как бы вы выбрали ту или иную специальность, потому что мне ее посоветовали. То есть в каких-то моментах они не выбирали эту специальность, соответственно, остались и без работы. Как влияет это на здоровье? Конечно, то есть здесь есть и как последствия того, что безработица, нету средств, да, и ты не можешь себе выделить средства для надлежащей качественной медицинской помощи. Ну и второй момент, это уже как вторичные, это постоянный стресс, ты постоянно думаешь, на тебя давит семья. Вот здесь уже аспект влияния на ментальное здоровье, на психическое здоровье. А как вы знаете, уровень психической заболеваемости, он тоже с каждым годом растет, и молодежь, она больше подвержена, потому что есть много факторов, большой поток информации, большой поток возможностей, соблазнов где-то. И вот молодежь в этом сфере уязвима. Ну и, конечно, мы с вами понимаем, то есть вот эта неусидчивость, да, вот это поведение молодежи о том, что вот прийти в поликлинику, ждать очереди, ждать, да, то есть зачастую молодежь не хочет или хочет получить помощь там, где, возможно, их не будут знать, да, то есть более анонимно, да, или чтобы они могли получить не сколько даже всегда медицинскую помощь, а медико-социальную помощь, то есть она ассоциируется с какими-то социальными аспектами. Вот в этом отношении тема очень актуальна, и с каждым годом она больше себя проявляет. Плюс, возможно, вы слышали о такой концепции, как НИТ, то есть здоровье, молодежь, которая не работает, не учится, не повышает свою квалификацию. И вот эта вот концепция НИТ, она растет, и она является для нас важной прослойкой населения. Мы видим, как нынешняя молодежь больше уделяет внимание на физическому, психическому здоровью. По вашему мнению, что этому способствует? Да, это тоже есть тенденция, плюсы нашей молодежи, что мы умеем действовать в ногу со временем. То есть если мы вспомним, как раньше были лозунги «здоровый образ жизни», мы говорили «курить вредно», там, принимать какие-то синтетические наркотические средства вредно. Сейчас современные лозунги перестраиваются по-другому. Говорим, это модно быть здоровым, это модно иметь healthy style, это модно иметь кроссовки, там, да, которые считывают тебе шаги, ты получаешь за это деньги. Это модно ходить, и ты будешь получать за это мегабайты. Ну вот, то есть, во-первых, есть, конечно, государственная поддержка, стимулирование, у нас сейчас тренажеры во дворах, а во-вторых, молодежь стала задумываться, я хочу выглядеть классно в 70-80 лет, но это надо сейчас поработать. То есть выглядеть именно физически красиво – это намного важнее, чем просто выглядеть, да, там, ну, каким-то образом, там, да, выйти симпатичным. Поэтому, я думаю, это способствует, конечно, государственная поддержка, плюс еще у нас в Казахстане развиваются молодежные центры здоровья, молодежные ресурсные центры, поэтому здесь, наверное, такая вот взаимосвязь нескольких факторов, которые способствуют этому. И вообще я уверена, что у нашей казахстанской молодежи есть очень большие перспективы и возможности. Главное, наверное, в нужный момент их поддержать и помочь. Угу. Какие 3 совета дали бы молодежи, чтобы сохранить физическое и психологическое здоровье? Да, я вот над этим вопросом тоже для себя всегда задумываюсь, что хочется пожелать, тем более подрастают дети. В первую очередь это постоянно развиваться, то есть это как и основное образование, так и духовное. У нас очень много возможностей сейчас получать информацию доступную. И вот когда мы наполнены, когда мы постоянно что-то делаем, двигаемся, обучаем, у нас, во-первых, не остается времени на что-то вот такого рискованное, во-вторых, мы понимаем основные суть, да, вот. То есть если мы говорим о проблемах психического здоровья, это зачастую что? Стресс, необоснованный стресс. Когда мы работаем над своим ресурсным состоянием, у нас нету предпосылок для этого стресса. То есть вот молодежь, тем более с учетом того, что сейчас она владеет уже языками, да, может спокойно выезжать в страны, вот ей нужно развиваться, путешествовать. Вторым советом я, конечно, бы, как и для молодежи, так и, наверное, для родителей, да, это вот не нарушать институт семьи и воспитания. Все-таки как бы не было, у нас идет корень это воспитание. Когда человек, он уже семьи воспитан, молодой, какие бы ни были рискованные факторы во внешней среде, вот этот корень, он в нем останется, и он будет помнить. Там, папа говорил всегда, уважая старших при любой ситуации, да. То есть вот это воспитание, оно тоже позволит в какой-то момент дать остановиться, вот, терпение, спокойствие и принять вот разумное решение.
Ну и, конечно, наверное, использовать практики, да, вот, способствующие физическому, психическому здоровью, такие как йога. Та же самая волонтерская деятельность, это вот как бы мы ни говорили, что это волонтерская деятельность безвозмездная основа, на самом деле отдача от волонтерской деятельности может быть не материальной, но очень много. Как навыки получения, так и вот это благодарность от тех людей, которых ты получил. То есть на своем опыте, на своем совете ты подсказал тому же молодому человеку, да, что к чему может привести тот же самое употребление, да, и ты завтра, может быть, спасешь целую семью. То есть вот таким образом, в принципе, не тратя очень много материальных средств, мы можем оздоровить себя и окружающих. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания.